Я благодарю вас за то, что вы нашли время и уделяете его нам. И также благодарю вас за то, что вы согласились дать интервью на русском языке. Я прекрасно понимаю, знаю, что наши кавказские языки, в частности абхазский язык, он метафорический, многогранный. И то, как абхаз и абхазка могут на абхазском выразить свою мысль, конечно, на русском языке так не выразишь. Поэтому за это вам тоже отдельная благодарность. Мне хотелось бы начать с того, что немного поспрашиваю о вас, чтобы мы немного познакомились и было более глубокое понимание вашей личности. Могли бы вы сказать, вот вы родились и выросли в Абхазии, вы абхазка, как прошла ваша юность, и где вы работали, и где работаете сейчас? Спасибо за вопрос. Ну, на самом деле я родилась и выросла в Абхазии, которую я очень люблю, дорожу этим. Я закончила Бамборскую среднюю школу, это Гудаутский район, и неплохо закончила. В этот же год, после окончания, поступила в институт имени Горького в Сухуми на язык и литература, на абхазский язык и литературу и на английский язык. У меня диплом двухпрофильный. Закончила тоже там неплохо. Вот с окончания, института 1971 года по сей день я педагог, учитель. Я нахожусь среди учителей и детей. И мне кажется, что меня вот это вот подбадривает и мне помогает, что я в коллективе детей. Работала я подряд, 15 лет преподавала два языка, язык абхазский, литература и английский язык. Потом как-то меня позвали в отдел образования Гагрского района, и я проработала в этом отделе 35 лет. И на самом деле, знаете, эта работа нелегкая, но очень интересная. В основном моя работа заключалась в методической помощи молодым учителям. Это вот я курировала, все абхазские школы района, 5 школ в районе у нас абхазских. И начиная от педагога и заканчивая руководителем, я отвечала головой за них. Начиная от учебников, заканчивая урочными планами. И я, это могу сказать, что смогла с честью выполнить. Все олимпиады, все художественные, чтения, все, то, что проходили в этих абхазских школах, я руководила, и у меня получалось это. Учителя были довольны, в том числе и дети тоже. Но время идет вперед. 35 лет проработала, возраст, конечно, уже от ПСО до БЗИБИ работать немножко стало не совсем легко для меня. Я, оставила за собой молодую, которая по сей день работает в отделе образования, курирует абхазский язык и литературу. А я перешла в абхазскую школу сперва Вообще-то я хотела уйти. И думаю, я дома сяду и все. А мне с министерства позвонили нашему заведующему и сказали, не отпускайте ее, она поступит в абхазскую школу. В общем, и все, я послушалась, пошла в абхазскую школу в качестве, знаете, вот как-то, не знаю даже как, не кружок, вроде бы так назвали, работаю я с одаренными детьми. Это что значит? Те дети, которые знают, свой родной язык, могут мыслить, могут услышанное, увиденное написать. То есть написать стишок с моей помощью, с моей подсказочкой на любую тему поставленную, или же увиденное, вот куда-то поехали на экскурсию, поехали в поход, и вот что они там увидели, что-нибудь там интересное, да, и они заносят в листочек. Это получается, я их готовлю, стать журналистами. И получается тоже, мои девочки, которые в основном заканчивают, да, сейчас в ВАГУ учатся, в факультете журналистики, и одна уже пишет стишки, студентка. Мы печатаем, те, которые детишки пишут стишки, в Амцабзе, в Алашара. И у нас газета выходит в школе, Ачаржабже, то есть «Голос молодежи». И вот туда тоже мы печатаем, и дети довольны, в том числе я тоже. Потом, это было начало мое такое.
А потом директор, значит, которая была Гунбахана Владимировна, ее перевели, значит, когда Алхас Парцет стал депутатом парламента, на его место заместителем главы администрации перевели ее туда. А на место нее пришла Зия, значит, Валерьевна Даутия. И она сказала: Камшевна, пожалуйста, давай будем детям читать абхазский. Я говорю, как, то есть это Апсура. Я говорю, как это надо сделать? Ну, говорит, классные часы, классных родителей есть каждый понедельник, 35 минут, классные часы. Она говорит, вы каждый понедельник будете у меня работать, но дети будут разные. С 5 по 11, то есть 5, 6 один понедельник, 7, 8 другой понедельник, 3 понедельник, 9, 10, 11. Но я хожу каждый понедельник, 35 минут по понедельникам хожу, помимо того, что я по вторникам хожу, значит, для одаренных детей. И вот, значит, я начала читать тему Апсура. И знаете что, мне самой очень это нравится. Без абхазского языка, без Апсура я себя не представляю. Поэтому, значит, я сегодня вот так вот и там, значит, с детьми с одаренными работаю и читаю по понедельникам Апсура. Валентина Кашина, это моя самая любимая тема. Вот у нас у горцев у всех схожий есть этот, просто у каждого свое название. Там у ченцев Нохчела, Ахдау Осетин, Халга Эздел, у ингушей Эздел, у карачаевцев. То есть перечислять можно долго, там, Адыга Хабза у адыгов. А у нас, у абхазцев, Апсуара. Могли бы вы, давайте вот сегодня выделим две темы. Тема Апсуара и абхазского языка. Вот начнем тогда с Апсуара. Могли бы вы из своего понимания кратко объяснить, что это? Спасибо за вопрос. Он немножко сложный, но очень интересный. Попробую как-то вот объяснить, если я смогу. Апсуара, ну это вот переводит как абхазство. Ну, где-то, может быть, да, но, а я вот считаю, что Апсура – это чем живет абхаз, понимаете? Это его нравы, это его обычаи, манера одевания, манера, значит, встречать гостя, провожать гостя, накрыть на стол, уважить гостя, да? Это самое главное у абхаза. И вот это вот все, вот это перечисленное мною в Абхазии сидит с рождения. Но я одно хочу, чтобы вот это вот иногда вот видно, что не совсем он готов к пониманию, значит, Апсуара. Это должно быть, значит, в доме, в семье воспитываться. Каждый рождающий абхаз, он рождается вместе с Апсуара. У него в крови, в жилах это течет. Главное, чтобы вовремя его выявить. А это, я думаю, что выявлять надо дома. Родители должны быть примером подражания. Вот не обязательно, чтобы ты это должен сказать, ты это должен сделать, ты вот так скажи, вот так сделай. Вы понимаете, ребенок, он будет слушать, но он не поймет, что от него требуется. Ребенок должен больше видеть. И вот тогда он впитает в себя все это, и когда нужно, это будет он давать, что нужно. Поэтому, значит, родители, самые первые, это мать, отец, дедушка и бабушка, должны прививать Апсуара ребенка. Это вот нельзя, не надо, чтобы... Вот видите, что я делаю? Взять ребенка, вот так поставить около себя и сказать, вот так вот смотри. Нет же. Просто надо вот так вот поставить дома работу такую поставить, чтобы он наблюдал, как мама это все делает, как папа все это делает, встречает гостя. Мама готовит, допустим, еду, ставит на стол, приглашают на стол, гость садится, значит, на почетном месте. Для абхаза, значит, ну, может быть, и Северный Кавказ, я не сомневаюсь так, конечно, потому что наши братья, но для абхаза, значит, я бывала во многих семьях, и я принимала, мой отец принимал гостей, значит, это я не знаю, совсем по-другому, как мы сейчас принимаем, да, и вот почетное место должно быть у гостя. Если даже вот придет дядя, для дяди, да, самое главное, вот почетное, самое почетное место на столе, он должен на этом месте сидеть. Значит, с восхода солнца. Восход солнца считается у абхаза более почетно. Рядом с ним садится уже хозяин.
И вот, значит, уже застолье, тосты и так далее, и так далее. Это много времени займет, я не буду говорить. Это каждому, интересно всё. да, каждому Очень это интересно. понятно, что за Всевышнего, первый понимают, это всегда у абхазов. Значит, всегда они предпочитают, что все ими сделанное, приобретенное, жизнь всякая, да, хорошее там немножко такое, это все, значит, от Бога. Поэтому они благодарят за любую жизнь, которую, значит, Бог отдал Абхазу, допустим, да, за здравие поднимают на Всевышнем. Потом по старшинству тосты идут, потом идут, значит, за Абхазию, чтобы она процветала, значит, за молодых, чтобы они, значит, жили в Абхазии, им было хорошо и так далее. Очень много тостов, которые, значит, поднимает это хозяин, и гость соглашается и поднимает эти тосты, потому что тосты идут от главного человека, от хозяина. И вот, ну, стол, как накрывали на стол. Вот сегодня как-то мы, знаете, вот даже мне обидно, зная все вот это, иногда мы или не можем в силу обстоятельства, или просто это самое, и вот раньше как-то по-другому встречали абхаза. Значит, не с кофе начиналось все, начиналось с рюмочки. С рюмочки начиналось. Значит, женщина тут же поставит там, допустим, аджинджуга, потом, значит, сушеные фрукты, орехи, она на стол поставит и водочку. Они по 100 грамм пока выпьют, она мамалыгу сварит, там что-то пожарит и так далее, и так далее. И вот, значит, все делалось для гостя. А если гость, значит, понимаете, не редкий, да, вот так обходилось, значит, что дома имеют. Но для гостя женщина, вот эта вот хозяйка, имела все равно что-то такое. И абхазец, я хочу, чтобы вы заметили, или я замечу, никогда не спрашивал: хочешь покушать? Никогда не спрашивал. Вот сейчас, значит, я это не имею в виду, у каждого свои бычьи нравы, да? Значит, вот сейчас в дом русского придешь, и он примет как гостя, но он скажет, поставит на стол, хочешь кушать, да? Абхаз никогда не спросит. Обязательно он позовет гостя. И вот, значит, то, что есть, сперва поставят. Поставят, чтобы время зря не уходило, сидели, разговаривали, там немножко поддерживали стол, да, а потом хозяйка уже и мамалыгу сварит, и там что-то пожарит, или вот там, значит, приготовленная вторая пища уже пойдет на стол, чтобы уже официально это для гостя. Так было у абхазов. Если гость не редкий, в смысле, да, часто приходит, но вот так вот обходились. Если гость, допустим, в год один раз приходит, обязательно резали то, что подруге попадается. Если, значит, в доме есть крупнорогатый скот, обязательно телочку или там козленка или, значит, козу. Если редкий гость приходит, настоящий гость, да, или же, значит, курочку или петуха. Вот, в чем состоятельность этого, значит, хозяина. А что дает хлеб-соль? Вот Хлеб-соль. В чем сакральность этого? Да, хлеб-соль – это сила. Хлеб, значит, это насущный хлеб, это всем без хлеба нам не жить. Это у абхаза мамалыга, а у других это хлеб. Тоже силу огромную но почему имеет. Даже вот у нас в одной из самых главных наших легенд о том, как земля досталась нам, абхазцам, это тоже все крутится вокруг оказания чести гостю. Почему это одно из самых главных правил, получается, наших? Вы знаете, конечно, вообще гость, так говорят, есть такая поговорка, приходит, он, значит, с 7 счастьями гость приходит. Значит, уходя, он оставляет дому одно счастье. Насыпки он дает с 7 счастьями приходит. Уходя, он оставляет одно счастье этому дому. Сколько гостей принимаешь, и будешь, значит, иметь очень много счастья для дома, для жизни. Это так абхазы говорят. И я вот думаю, тоже это правда. Это правда. Но гости бывают разные. Вот как гость должен себя вести? Так, я вам сейчас скажу. Значит, гости разные бывают. Вот если гость подошел к воротам, он не зовет хозяина и не заходит, не открывает калитку, значит, он с плохой вестью. Это главное. Хозяин уже знает, что это плохая весть. Он даже добро пожаловать не желает, зная, что с плохой вестью, только спрашивает,
что, где? Хозяин спрашивает, а тот говорит, значит, что случилось, там погиб, умер, не знаю, в общем, плохая весть. А когда гость приходит с хорошей вестью, просто погоститься, да, он зовет хозяина, он открывает калитку, радостным заходит, да, и хозяин его встречает, значит, с удовольствием. И знаете, даже вот нехотя, если даже гость не хочет зайти, он его насильно тащит домой, чтобы, значит, с хлебом и солью его угостить. А вот здесь я хочу заметить одно. Значит, домохозяйка. Если в доме есть, значит, это делает только пожилая женщина. Выходит, когда уже они близко подходят к дому, выходит женщина, подходит, значит, к гостю, и она обводит 3 раза вот рукой, правой рукой обводит его голову. Если она опустила руку, это означает «добро пожаловать». Если она, обведя голову руками 3 раза, да, значит, прикладывает к лбу, это означает «твои невзгоды все пусть будет мне». Вот иногда, когда вот корреспонденты приезжают, новые журналисты там, с других стран, спрашивают, почему пожилая женщина так встречает. Ей просто одним словом говорят, все невзгоды она берет на себя. Это неправда. Все невзгоды она берет на себя, когда гости приходят свои, близкие. Допустим, 9 детей, ее внучки, дочки, зятя. Вот по-абхазски говорят «юхша сыхат». Значит, вот это переводится как «твои невзгоды пусть будет мне». И поэтому она прикладывает руку на лоб. А когда опустила, она, значит, уже просто «добро пожаловать, я рада вас видеть» означает. Это разные 2 вещи. Вот подскажите, пожалуйста, вы, когда преподаете уроки Апсура, вы вот эти вещи объясняете детям? Вы знаете, значит, у меня определенные темы. Когда тема подходит вот так вот, да, я обязательно им это говорю. Значит, я сейчас вам не скажу, конечно, все понимают, все говорят правильно, они слушают, понимают и так далее. Неправда это, я не буду вас обманывать. Но 50 на 50 понимающие, интересующиеся есть. 20% понимают, но не могут сказать. Значит, 70% уже хорошо. А 30%, конечно, сидят, потому что надо сидеть. Потому что не знают абхазского родного языка. Вы на абхазском преподаете? Конечно. И стало быть, значит, не понимают абхазскую речь. Но вот я уже 2 года этим занимаюсь. По классам же. В 5 классе было, значит, если они не понимали ничего, в 6 они немножко уже понимают, и какие-то вопросы начинают, так стараются задать. А вот мне, знаете, как интересно, вот когда вот так вот тема гостеприимства, потом как одеваться, как, значит, разговаривать, как сидеть девочкам надо прилично, да, аккуратно. Значит, у меня разные темы, каждый день у меня разные темы. И вот девочка подходит, Валентина Камшевна, вот так было, да? Я говорю, да, было. Ой, как хорошо. А я говорю, чтобы хорошо было, и вы тоже так начните, говорю, все будет хорошо. А вот что сейчас мне стало интересно, вот так было, как хорошо, про какое-то особое отношение к девушкам, которые умеют себя правильно подать, вот эти вещи, да, или что? Ну, конечно, вы понимаете, вот абхазка, горянка, должна уметь себя вести, понимаете? Вот чтобы она могла одеваться. Я не говорю прямо вот по горло, там, значит, рукава прямо длинные, да, как раньше в старину было, летом тоже не так одевались. Прямо шили абхазские, да, платья, наряды. Это было очень красиво. Они шли как царицы. Конечно. И это было вообще прекрасно. Даже ходьба какая-то другая была, потому что вот это длинное платье, она не дает прямо вот так вот шагнуть широко, да. Значит, шаги тоже были красивые. Вот так вот было в старину. Но сейчас вот видите, как мы одеваемся. Но вообще вот 50 лет тому назад буквально, вот это за 50 лет это все много изменилось. 50 лет тому назад было вот как я сейчас говорю, свадьбы были другие, похороны были другие, одевались люди по-другому, вели себя по-другому, как подобает абхаза и абхазки. В этом была сила? Это с духовной стороны? Ну, конечно. Конечно. Какое преимущество вот еще? Предпочитая, что есть какая-то сила, вот эта сила, наверное, все же помогает жить.
творить и так далее. Мне так кажется. Вот поэтому, значит, почему абхазочки должны вот себя вести, уметь сидеть, уметь одеваться, уметь разговаривать, уметь, значит, понять, уважать старшего, понять младшего, да? Это мы обязаны просто. У нас это в крови есть. Мы должны это вот делать. А то, значит, вы понимаете, если будем мы все от других наций, народностей брать, у нас некрасиво это все получится. Кстати, я извиняюсь, вот сейчас хочу добавить, как вот наша невестка, сейчас свадьбы делают, да? Свадьбы делают. На свадьбе приглашаются самые близкие. Дяди, тети, там, двоюродные братья, пожилые, да? И мы свою невестку показываем полуголой. Полуголой. А потом мы ее одеваем. Я не понимаю. Вот у меня посчастливилось, но, правда, я свадьбу играла в декабре, может, это помог, моя невестка была не открытая. Невестка моя была закрыта, потому что я попросила, пожалуйста, не покупай свадебное платье, которое вот так вот открыто сзади, и спина вся голая. И она послушалась. И вот она, значит, была одета нормально. Здесь ожерелье у нее все были видно, здесь было открыто. Рукав, значит, вот со фонариком. И все, и красиво все выглядело. У меня такие два маленьких вопроса. Первый. Подобное одеяние и подобное поведение вырабатывает со стороны мужского пола определенные отношения на основе уважения, правильно? Конечно, да. То есть загадка, там, понятно, многим юным девушкам хочется внимания, но секрет как раз-таки именно в этом, умении подать себя. Тогда вот у меня еще такой вопрос. Когда вы объясняете на своих уроках это, вот дети реагируют, и юноши, и девушки, они пытаются это впитать, потом это сказывается на их поведении? Вы наблюдали со стороны? Конечно. Да. Конечно. Вот честное слово, я вам говорю, сейчас я прямо не говорю, что там все так это смогла все повернуть, все это сделать, но постепенно у нас получится, уже получается. Уже получается, я думаю, если я смогу продолжить работу, да, по состоянию здоровья и так далее, у нас это получится, потому что абхазы вообще талантливые очень. Просто надо вовремя подсказать и вовремя указать. Мы талантливые, просто лентяи немножечко, честно, но мы очень талантливые. И вот детишки, вот поскольку я вот уже второй год работаю с ними, занимаюсь с ними непосредственно с Апсора, они по-другому здороваются. Учителя уже замечают. Родители довольны. Директор, значит, делает мне поощрение, потому что детишкам нравится это. И вот это все, значит, сегодня одно, завтра в другое. И мне кажется, что детишки будут абхазами. Никто мимо не проходит, не поздоровавшись. Все здороваются. Двери открывают, значит, не забегают первым, подождут. Это уже хорошо. Потом, значит, старший спускается по лестнице, постоят, пропускают. Понимаете? Вот это вот все Апсора. Вот это вот, если мы со школьной скамьи это приучим, у них это останется. И они в жизни будут, значит, абхазами. Я от этого хочу. Абхаз с другими обычаями, с другими нравами, он неполноценный. Я вам говорю, потому что он что-то обязательно упустит в нужное время, за которое потом будет ему обидно и стыдно. Поэтому с детства надо прививать, чтобы вот этого стыда в взрослом, значит, возрасте не было у абхазов, у абхазочек. Я благодарю вас. Есть такое, знаете, мы обращали внимание, вот как будто бы искусственно вносится, либо это связано с глобализацией, как будто бы пытаются внушить современной молодежи, что это все отголоски какой-то старомодной волны, которая сегодня не актуальна и только будет мешать. И что вообще, если бы этого не было, то бы мы чувствовали себя более свободные, более комфортные, жили бы для себя. Могли бы вы как-то кратко опровергнуть? Так, спасибо за вопрос. Он на самом деле, знаешь, немножко сложноватый. Если правду скажу, может кто-то и обидится на меня. Но пусть не обижаются. Значит, вот то, что вы сказали, конечно, сегодняшнее, значит, это все, о чем вы сказали, изменения во всех областях, манера поведения, манера одевания, манера слушания, вот это вот все, я понимаю,
но в ногу со временем надо. Но при этом никогда не надо забывать, кто есть. Человек должен знать, что он абхаз. Он со всеми другими данными был создан. Придерживаться абхазству, апсура, да? Придерживаться апсура. И там делать, значит, вот так вот, значит, идти в ногу со временем, но не забывая себя. Вот так я хочу. И это будет гораздо красиво, чтобы вот это все оставить, да это не надо, это старое, да? Там, вот где стоят, допустим, не абхазочки, она будет выглядеть плохо со стороны абхазов. А мне кажется, что она должна выглядеть хорошо, зная старое, умея делать новое, вот так серединку выбрать, и чтобы было, значит, ей хорошо, и абхазам хорошо. Вот это самое главное. Тогда я перейду к следующей теме. Абхазский язык. Могли бы вы объяснить, насколько важно знать абхазский язык? Насколько это жизненно необходимо? Может ли это менять мышление человека в конечном счете? Конечно. Абхазский язык, вы понимаете, вот я в мире очень много национальностей. И у всех есть свой родной язык. Если бы это не надо было бы, да, был бы один язык, все бы разговаривали на одном языке, да. Если, значит, созданы нации, созданы языки, и каждый должен первым долгом знать свой родной язык. Зная родной язык, пожалуйста, знай другие языки. Это просто поможет, не помешает. Но первым долгом свой родной язык надо знать. Значит, поэты наши говорят, если бы мать воспитала бы без абхазского языка, это, кстати, Борис Гургуля сказал, мать воспитала бы меня без абхазского языка, я был бы немым. Да. А Кирсал Чихали сказал, не будь абхазского языка, пусть не буду и я. Вообще хоронить меня не надо, бросьте в воду. Вот так вот. Я соглашаюсь с этими великими людьми. Абхазский язык, абхазу надо знать. Не то, что там разговаривать, там, ну, вот, обиходный такой, да. Абхаз должен и свое наболевшее уметь написать. Вот тогда зрительная память и умственная, они очень помогут человека развить. А то одно другое, когда мешает, это будет неполноценно. А что касается абхазский язык, конечно, у нас прошло много времени, столько много времени пропустили. Значит, то ли не обращали внимания, то военные вот эти действия нам помешали. Одно поколение у нас без знания абхазского языка. И это вот сейчас сказывается. Если вот сейчас не взяться, чтобы, значит, дети не говорили, не понимали свой родной язык, если еще одно поколение мы потеряем, это будет плохо. Мне стало интересно, это сейчас сказывается. Что вы имели в виду? Только на том, что в стране очень мало, очень большой процент, кто не говорит на абхазском, или еще и на поведении, на событиях в стране? Вы понимаете, это все вместе должно быть. Одно не бывает просто так. Значит, если я абхазская, я должна уметь сидеть хорошо, как подобает абхазской женщине. Я должна за столом сидеть, понимать, что кроме меня еще сидят за столом, да? Значит, все. Вот сейчас вот на свадьбах иногда сидишь, думаю, боже мой, хапают, около себя ставят. А потом смотришь, они не доедают ведь. А может быть, тот, который сидел, хотел кусочек этого взять, поесть. Но не поел, зато что уже на тарелке не было ничего. Вот, уметь, это вот все абхазское, вот это вот знать язык, значит, уметь себя вести за столом, уметь одеваться, уметь, значит, вот это все, о чем мы говорили в Апсура, да, вот здесь вот они связаны друг друга, абхазский язык не может быть без Апсура, Апсура не может быть без абхазского языка, они дополняют друг друга, и вот получается, вот, абхазский язык, вот человек, который знает на абхазском языке, ведь он может сказать все, что на душе.
выразить может он все на абхазском языке. А когда он это будет выражать на другом языке, у него не так получится, не все скажет. Поэтому, значит, каждый должен знать свой родной язык, а потом, пожалуйста, сколько хочешь языков, это для культуры, для общения, для выхода в свет, пожалуйста. Но родной язык – это самое первое. Мне стали интересны две вещи. Получалось ли у вас пронести Апсуара всегда ли, или были вещи, за которые вы себя сами корили? И если да, как вы исправляли ошибку, и чтобы на вашем примере могли многие юные зрители научиться? То есть вот человек допускает ошибку и думает, ну я ее уже допустила, зачем анализировать? Или все-таки нужно проанализировать и исправить? Нелегкую ошибку. Так, спасибо за вопрос. Ну вот понимаете, честно я вам скажу, я в такой семье росла. Я, между прочим, одна росла до 13 лет. И все внимание было во мне. Как я сижу, как я стою, как я уроки делаю, как я вообще кушаю, что из себя представляю. Слышу уже я своих родителей, им это все было интересно. Значит, в Бомборах, да, там же вообще Бомбора славится, там русские живут, потому что военный городок совсем рядом. Я как-то заговорила на русском языке, как-то не подумав. Слушайте, отец мой там где-то отдыхал на улице. Он оттуда кричит, что там случилось? А я думаю, что случилось? А я еще спрашиваю, папа, что случилось? А чего ты говоришь на русском? Здесь русских нет. И вот это меня отрубило. И я старалась, где родители слышат, не говорит русский язык. Не то, что я русских там, абсолютно нет. Но просто я всегда знала, что я абхазка. Я всегда знала, что я должна поступать, как подобает абхазке. Училась ли я в школе, училась ли я в институте, работала ли я и работаю я всегда абхазка, я всегда, значит, своим Апсуаром. Я иначе не представляю себя, я тогда тоже сказала вам, я без абхазского языка, без Апсуара себя вообще не представляю. Вот так меня родители, наверное, воспитали, и вот так внушили любовь к языку и Апсуара, я не могу с себя его оторвать. Я с ним иду. Тогда по-другому спрошу. Давай. А вот когда вы не мыслите себя без Апсуара, она наполняет вас изнутри, вы живете по Апсуарам. У каждого человека случаются различные моменты в жизни, когда вот, казалось бы, ах, ладно, уступлю я, совесть поставлю назад. То есть человек, который в Апсуара, у него нет таких вопросов, он автоматически по совести всегда поступает. Это помогает ему по совести поступать? Всегда. Что бы ни было. Всегда надо иметь совесть. Всегда надо думать об Апсуара, об абхазском языке. Вот даже, поэты говорят, знай Апсуара, знай свой родной язык, он всегда будет беречь тебя, ты плохое никогда не сделаешь. Я согласна с этим. Вот это вот, зная Апсуара и исполняя его, вовремя человека может остановить. Тут же какая-то сила, не буду этого делать, потому что я абхаз. Вот это вы сказали, я почувствовала, а сейчас вы проговариваете. То есть Апсуара тебя будет уже беречь? Конечно. В любых Вы знаете, моментах. язык и Апсуара. Вот некоторые думают, даже у меня был родитель один. Вот сейчас ты говоришь, я когда в Башаране, кстати, работала. Я заставила ребенка, чтобы он маломальски делал то, что надо делать. Папа приходит. Папа. Кстати, герой Абхазии не буду называть. И он прямо дверь открывает, заходит, прямо ко мне прямо идет. Я даже чуть не испугалась, да? Я встречаю его, вы что хотите? Что-нибудь хотели? Что-нибудь хотели? Нет. Значит, я сейчас по-русски скажу. Мой сын здесь закончит, говорит, я в Россию отправлю, им абхазский не нужен. А вы здесь заставляете учить абхазский. Я сразу его за руки взяла, вывела, чтобы еще что-то такое не сказал. Я говорю, о чем вы говорите? Не надо, говорить, заставлять его. Я поняла, говорю, вас. Спасибо, я поняла. И он ушел.
Вот у меня после уроков мальчику сказала, что твоя мама пришла в школу. Приходит на следующий раз мама, она бедная говорит, я извиняюсь из-за отца, из-за себя. Она извинилась, я ее извинения приняла, конечно. Когда, значит, был выпускной вечер, честно я вам говорю, они как-то в Сухуми всегда делали выпускные вечера, и вот ведущий спросил, самый любимый учитель. И он встает и говорит, Валентина Камшевна, у меня как-то вот с ног до головы, вот так вот у меня что-то прошло, я не поняла, что у меня прошло, как током ударило. Думаю, вот так вот инцидент маленький был такой, да, и вдруг этот мальчик называет меня самой любимой. Думаю, спасибо, думаю, в душе, и все. Значит, он понял, что где-то надо знать абхазский язык, надо придерживаться капсура, и поэтому, наверное, он вот такое сказал, мне кажется. Валентина Камшина, а мне кажется, что вы просто себя дальше не остановились, не сломались, достойно вели, и это послужило тому, что он сам не остановился, этот мальчик, и доучил абхазский. Может быть. Ну, не знаю, это ему виднее. Ему виднее. И вы расскажите, пожалуйста, вот сегодня про свою семью. Сколько у вас человек? Как вы относитесь к внукам? Как в семье у вас атмосфера? Спасибо Богу, я вообще-то вот хотела 3 детей почему-то. Вот честно, даже до замужества. Вот число 3 мне вообще нравится. Ну и так получилось, что у меня 2 детей. 2 девочки, они замужем в Гудаутах. Одна, значит, пошла по стопам учительница в Амбурской школе. Другая пошла, значит, экономист, тоже работает в Гудаутах. Сын финансист, работает у нас в Гаграх. Значит, от сына у меня 2 внука. Ну, вы знаете, вот бабушки, говорят, очень любят своих внучек и внуков. Я думала, как детей не любить, а, значит, больше, чем детей, любишь внуков и внучек. А я говорю, как это может быть? Знаете, почему я думаю? Потому что вот когда мать воспитывает своих детей, все возможное, конечно, в чем она в силах отдает детям. Но потом со временем, время пройдет, она поймет, что что-то не додала. Бывает такое, понимаете? А вот с внуками, вот это все, что, значит, с детьми припустила бабушка или дедушка, они с внуками это начинают все приобретать. И получается так, что внуки и внучечки становятся самые-самые сладкие, без которых вообще жизнь пуста. Они такие сладкие, они такие хорошие, они такие, в общем, я не знаю, как-то вот на детей смотришь, их и ругаешь, и воспитываешь, иногда и шлепаешь, да? А вот внуков даже рука не поднимается, Господи, шлепнуть, что-то сказать, все прямо вот так вот в ласке, в понимании, значит, от души происходит жизнь. Значит, та женщина, которая, значит, почувствовала стать матерью, это здорово. А женщина, которая, значит, почувствовала стать бабушкой, это прекрасно. Да, прекрасно. Просто я хочу вот пожелать здоровья нашим мамам, папам, дедушкам, бабушкам, вообще жителям Абхазии, чтобы они довольствовались своими детьми, внуками, внучками. Это здоровье, это здорово. Я благодарю вас. Возможно, вы что-то пожелаете и нашему народу абхазскому. Духовная борьба у нас продолжается. Бывают сложные моменты. Но даже в сложных моментах, по-моему, абхазцы еще лучше раскрываются, они становятся более дружными. Могли бы вы какие-либо пожелания сказать нам? И на этом, пожалуй, завершим интервью. Но жизнь, она сложная штука. Мы так вот смотрим, живем, дышим, ходим, смотрим, но а жизнь, она делает свое. Не напрасно говорят, что в жизни есть и разные полосы.
и белые, и темные, и прозрачные. А человек любой должен готов быть на все вот эти полосы. Я еще хочу сказать одно. Человек больше может как-то провести, значит, через себя такое более мрачное такое, да, нежели самое хорошее. От самого хорошего, от самого счастливого жизни человек может иногда забыть своих, быть, значит, в стороне, заняться своим делом ненужным каким-то, да, потом будет он каяться. Вот. Когда человек выбирает вот эту среднюю середину, понимая, значит, сложности этой дороги и превосходной той дороги, он среднюю возьмет, примет и идет тихо, спокойно, и он будет иметь больше друзей, больше, значит, благодействия, больше любви, наверное, к детям и к внукам. Но что я пожелаю, значит, нашему народу? Ну, нашему народу бывает и трудно, и хорошо, конечно, но трудности надо преодолевать, чтобы стало хорошо. Абхазы, если, значит, живут на своей земле, они не пришельцы, они на самом деле, это их земля, Богом отданная земля, и они должны жить счастливо. Для этого надо не ждать сидеть, делать все возможное, чтобы было хорошо, прекрасно. Что я им желаю всем. И табу. Дарья табу.